понял. Натяжка какая-то. А? Натяжка сильная, говорю. Время 3 пятерки, 5 часов 55 минут, а мы уже с 2 часов не спим, получается. На календаре у нас уже 30 ноября, за бортом минус 19 градусов, потеплело на 6 градусов и по прогнозу ожидается потепление. Почему мы не спим? Да потому что мы во сколько? В 7 вечера? В 7 вечера легли, так, как пожарники. Во-первых, встали поздно, где-то 8, наверное. А пока тудым-сюдым, ну, морозный день, что, пришли пораньше, поужинали пораньше, ну и легли пораньше. Легли, я еще думал, бессонница мучать будет. Ничего, повалялся, уснул. Да. Зато в 2 часа проснулся и спать не хочу. Что мы делали? Да ничего. Ветровалом вот такая елка была повалена, и путь к туалету закрыт, и вокруг избы эти ветки, все, взял топор, сучки все обрубил, взял пилу, напилил. Теперь запас дров здесь на 2 недели, наверное, сушняка только хватит. Сучки аккуратно сложил в одну сторону, дрова напилили, натаскали, все четко. Теперь и вокруг избы чистота, порядок, и дров запас, все есть уже, заготовили дрова. Иван говорит, давай днем, что? Я говорю, не, днем я 2 часа, ну 2 часа, грубо говоря, прошло. 2 часа я светлого времени на такое я точно тратить не буду. Вот. Ну, Сейчас позавтракаем. Вот яичница, винегрет. И по темну сегодня попробуем все-таки, наверное, ерша поймать. Или ты озеро хочешь? Найти? Нет, тут на озере попробуем. Тоже попробуешь? Конечно. Как... Да тебе клюнет, тебя же отсюда потом трактором не вытащишь. Не, ну я думаю, может, если бы такие окушки клевали, то сейчас поставил бы жерлицы. А, жерлицы? Как да. вчера-то клюнули. Ну Давай 11 штук поймаем, новые жерлицы поставлю, то, что вчера поднял. Потому что вроде бы сегодня к вечеру уже ожидается минус 9, минус 6, если прогноз не врет. То сильно, да и замерзнет, да и бог с ним, подумаешь. Ну, долбил. Зато как приятно будет, приедешь, а тут щучка уже. Что, приятного аппетита? Да, приятного аппетита. Тоже. А, Чайковская чай налила. Да. Заварки-то не, вот это. Где это у меня Гринфилд был? Так, конфеты. Гринфилд не вижу. Не вижу. Я доставал. Ну, да, я видел, что доставал, но... Обратно в сумку. Вот он. Ха. Упала шляпа. Сало-то остыло, наверное, уже порезать сало можно, нет? Да сейчас покушаем. В общем, друзья, как завтракаем, думаю, никому не интересно. Да. Завтракаем мы сегодня яичницей. Говорил уже, да? Вот так вот. Ой, стареть начал. Есть такая примета. С одного умывальника, кто умывается, вместе, допустим, вместе стареют. Я умываюсь утром, Иван Григорьевич тут подошел, говорит, да, говорит, руки тоже полосну. Я говорю, Григорьевич, говорю, вместе постареем. А ничего страшного. Я согласен. Я как Герасим, но все согласен. Встречаемся на реке, на озере, на водоеме, на поклевках. Да. В общем, покажем самое интересное. На улице немного потеплело, но подул сильный ветер. И кажется, холоднее еще
чем вчера было. В общем, пока я ходил по озеру с балансиром в поисках зубастой, одну поклевку видел, но это окушок клюнул, наверное, и все. Лунок 50, наверное, я просверлил. Иван Григорьевич тем временем вчера подкормил кашей одну лунку, сел на нее, и вот результат. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вот таких вот окуней. 3 красавца вообще, горбача. Ловит на мормышку с червячком. На опарыша тоже клевала? Да, написано. Нет, подойдет один, вытащит. Нет, подойдет один, вытащит. Мы уже построили план действий. Если окунь поклевывает, Иван Григорьевич оставляю здесь. Иван Григорьевич берет стульчик, садится и ловит окуней. Я тем временем с разведкой на палке и работаю там. Как-то вот так распределились, потому что балансир брать не хотят, а окуня на мормышку что-то я не очень люблю. Я лучше продольники пойду проверять. А Григорьевича хлебом не корми, дай с мормышечкой посидеть, полосатых подергать. Ну вот, друзья, мы на Печоре. Я не могу не сдержать улыбки, я просто счастлив. Смотрите, вот оно, свершилось. Устала сопротивляться наша Печора-матушка морозом и наконец-то остановилась. Есть вот там небольшие, вот там полыня небольшая, вторая полыня. Но это все ерунда, это дело времени. Главное запомнить, где они находятся. А в основном вот она стоит. Там вот вижу ниже полыня. Сейчас главное запомнить, где находятся полыньи. И если не сегодня, то на следующий раз можно уже смело переходить и ставить палки там, где надо. Лишь бы не было теперь большого снегопада, хотя бы недельку, чтобы лед укрепился и набить тропы, где можно ходить. Теперь вот эти зашугованные палки мы все будем переставлять на край, на тонкий лед. Аккуратно подойдем, подберемся, поставим. И я так думаю, будет нормально. Иван Григорьевич остался ловить окуней на озере. Ну а мы сейчас будем работать, проверять, переставлять. В общем, главная река встала, ура! Остальное дело техники. Скоро начнется. Наконец-то остановилась. Вверху, в районе Троицка, уже заливают переправу давным-давно. Внизу тоже стоит. А вот этот участок 30 километров шло. 3 дня мороза все-таки сделали свое дело. Ура, ура, ура. Ветер дует, прохладненько. Но когда работаешь, не мерзнет. Пошли работать. Так, одолбили мы здесь лед. Сантиметров, наверное, около 20 уже лед, 25. Подошли к краю. Продолбили лунку здесь. Там, где позавчера еще шла вода. Лед треснул здесь. И здесь толщина льда всего сантиметров 2,5. 2,5, 3, где-то так вот местами. Я теперь буду вот так переставлять. Но появилась новая проблема. С ледоставом поднялся уровень воды. И вот то, что мы вчера не выезжали, это как бы тоже хорошо. Я выехал на лед, за береги успели замерзнуть. Ну вот, короткие палки начало поднимать, появилось течение, поднялся уровень воды. И как бы это тоже не очень-то хорошо. Придется вырубать или более толстые, тяжелые, длинные палки, или что-то думать. Ну ладно, приступаем к проверке. Вернее, даже не к проверке, а к перестановке, скажем так. Перестановки палок. Но в то же время небольшая надежда, конечно, есть. А вдруг? Почему бы нет? Ведь кое-что из палок мы насадили здесь. Вроде не все зашуговано. Зашугованные подняли, кое-что насадили. Так что
Вон. Вот так вот все зашуговано. Все зашуговано напрочь. О! Даже примерзло вон. Даже примерзло. Так что отцепляем банку. Видать, шугой подняла и примерзла ко льду. Ладно, будем стараться что-то делать. Если снега не будет, пару дней, даже минус 15, нормально. Лед окрепнет. Так, это все мальки, что у нас есть. Больше мальков нет. Живцов у нас больше нет. Там, надеюсь, потом еще залезут. Так, ну что делать-то? Придется рвать, наверное. Шугой подняла и примерзла. Так, вон хочу показать, какой здесь лед. Вот здесь нормально не пробивается, и вот здесь пробивается с одного раза. Вот сюда мы будем переставлять наши палки. Вон. Послезавтра уже здесь, если снега не будет, будет нормальный лед, и можно будет выйти уже подальше до тех пор, пока глубина позволит. Сейчас пока наступать туда нежелательно. Вон течение, глубина тут. Сейчас мы вот отсюда будем переставлять туда. Здесь уже надо немало потрудиться, чтобы выдолбить замерзшую лунку. Здесь у нас лед уже вот такой, где-то сантиметров 20. Так, ну что, смотрим. Вон, все зашуговано. Надежды, конечно, мало, но немножко есть. Ну, и здесь примерзло. Там, кстати, я вам сказал, там пришлось рвать. И вот здесь тоже приходится рвать. Там я оторвал. Он полностью все зашуговано. И этот продольник оторвал. Ну, там один крючок оторвался. Здесь тоже один. А здесь продольник был на черве, и все порвалось. Вот эта вот шуга, которая плыла, вот это вот, полностью подняла все крючки, все продольники. Ну ничего. Там сейчас будет чисто. А так немного покормила. И то хорошо. Если бы сидеть дома и ждать, и этого бы не поймали. Ну, теперь река встала, будет проще. Река встала. А крючки мы навяжем новые. Я уже было потерял надежду, даже не включая камеру. Порвал один продольник, порвал второй. Даже вот не отколотил, не почистил, вытаскиваю. А там вот язёчек. Начало есть. Я уже без настроения думаю поднять все палки к чертовой матери, потому что они короткие. Пытался я пропихнуть, вода поднялась на полметра течение, и там еще глубже, и эти палки уже коротковаты. Вон, если они здесь вот были до сюда, вон, смотрим, грубо говоря, 2 метра было, да, глубина? Было 2 метра. То смотрим, сколько они сейчас. Он поднял 2 палки уже. Ай. Вон.
2 метра здесь, вон, до сюда они были, то у нас сейчас они вот так вот, во. Коротковато получается. Так-то, в принципе, можно оставить так, но не нужно. Если еще прибудет вода или попадется на лем, выдернет. Все, короче, надо рубить палки потолще, подлиннее, потяжелее и переставляться. Но этим сегодня заниматься точно не будем. Дай бог до темноты хотя бы проверить, все успеть. Да, не успею уже, конечно. Ладно, главное, река встала. Остальное все второстепенно. Завтра дома отдохнем. Ну а послезавтра все сделаем. Вон. Включу камеру на всякий случай, потому что сейчас не включил. Вон попался один язёк. Переставил еще 2 палки. Поднял 3, порвал 3, наверное, или 4. Настроения нет уже. Сейчас вот язёк попался, думаю, включу на всякий случай. Вдруг повезет. Толком даже не очищаю, потому что лед толстый. Кто-то даже вроде дергает. А нет, там опять все прилипло, блин. Опа. Я уже и надежду потерял. Все рвется, крючки. Все зашуговано. И шугой лед прижимает кверху. Снега нет, все примерзло. Порвал уже хреновую тучу крючков. И тут язёк. Да не язёк, он целый язь. Порадовал. Когда... Ну, открой ротик. Хорошо попал в верхнюю губу. Капитально. Такие не срываются. Так, и теперь пойдем попробуем поставить ее. Если достанет. Если достанет палка, попробуем поставить ее на новое место. У меня уже лунки готовы. Лед, конечно, новый лед пока очень тонкий. Он каждый шаг отдается. Ну, туда пока не иду. А здесь он уже толстый. Тут он, ну, в принципе, 2,5 сантиметра есть. Но туда я пока ходить не буду. Подождем пару дней. Главное теперь, чтобы снега не было. А то, как закон подлости, тонким слоем замерзнет, потом снега навалит, хуже некуда. Лед, получается, не замерзает и становится очень и очень опасно. Так, ловись, рыбка большая, маленькая. Ловись, рыбка. Нет, неправильно. Ловись, рыбка, малая и великая. Так. Давайте второй еще, чтобы вам веселее было. Давайте налима здорового.
Эта леска выдержит любого налива. Главное еще, чтобы палка достала. Палка для мелководья. А здесь уже глубина достала. Нормально. Так. Так, вот еще прижмем. Теперь она никуда не денется. Бляха-муха. Опять рвать. -1. Вот так вот и рвем крючки. Надо было в прошлый раз поднять. Вот подняли же частично вот несколько палок. Нет, блин, в надежде на улов оставили. Какого хрена? Ну, в принципе, вон 3 язя поймали. Не оставили бы, этого тоже не было. Да, один сошел. Также шугу не почистил. Не понадеялся. Так, это оставляем здесь зашуговано, пока не будем ставить. А туда дальше идти что-то пока не хочется. Есть место вот. Сейчас пойдем глянем. Если там мы ставили с краю прямо, то здесь вон забило шугой. Ставить можно только вон на этом пятачке, который открыт. Но здесь вон все зашуговано, а лед здесь тонкий. Где-то может быть воздушная прослойка, провалиться и бац, опасно. Так что туда мы лезть пока не будем. Пошли дальше. Пока поднимаем. Так, ну вот и крайняя палка на верхнем участке. Палок, не знаю, 10, наверное, 15 я поставил, остальные все поднял. Поднял, потому что здесь зашуговано, дальше лед тонкий. Не стал рисковать туда выходить. Что можно было с краю поставить, поставил. Как я вижу, там снизу полыня, и вдоль полыни уже кто-то выставил палки. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, ниже уже поставили. Народ рыбачит. Выдра бегает. Ну, а я долблю. Лед уже здесь промерз капитально. За 2 дня. Вчера не проверяли, получается. Позавчера поздно вечером проверили. Промерз сантиметров 20. А там лед пока тонкий. Вот если снега не будет и немного хотя бы поддержит 10-15 градусов, то через 2 дня там можно будет уже ходить смело. Лишь бы снега не было. Так я лунки толком не отдалбливаю, потому что надежды никакой. Лишь бы палка сошла, и все. Три язя как-то чудом попали. Вон опять на леске висит. Опять леску рвать. Вот так вот шугой подняла леску вверх, и она примерзла. Вон. Сейчас вот опять придется рвать. Ну да, он так и есть. Так. Один крючок мы спасем точно. А второй, да нафиг. Даже о, даже это порвалось. Ну что, как ни крути, все равно придется рвать. Я же не буду долбить ее. Леска-то крепкая. Не так-то просто ее порвать. Так, попробуем веревкой. Все. Да и фиг с ним.
порвалась и порвалась. Вот так вот порвал почти все крючки. Придется вязать новые. Кое-что, конечно, осталось. Я говорю, палок 10-15 поставил, остальные все палки поднял. Вот такая вот грустная проверка. Ну как грустная? 3 язя у меня есть. Теперь на полных парах еду к Ивану Григорьевичу. Что он там ловит, окуней не ловит, не знаю. Одеваем фонарики и отдалбливаем нижний участок. Если там зашуговано, тоже поднимаем. Если есть возможность, переставляем. В общем, работаем. Поехали. Так, друзья, мы на нижнем участке. Григорьевич там поймал несколько окушков. Пообедали, перекусили. Камера на последних делениях. Время уже 17 минут 5. В общем, проверяем, переставляем. Все как обычно. 3 палки отдолбил. Вон сколько. Видите? Прибыла вода. 20, 40, 50. Полметра, как я и говорил, полметра воды прибыло. Так, что-то есть. Язёк. Когда первая палка, язёк. Так, давайте, друзья, сразу все проверю, пока камера включенная. А потом буду насаживать. По 3 палки буду, чтобы 100 раз не включать, не выключать. Опа, здесь зашуговало почему-то. Ой, какая колючая шуга. О, вроде дергает. Дернул кто-то. Кто-то есть. Второй язёк. Инскадан. Две палки, 2 язя, Вань. Каждой палки по язю Инскадан. Отработали. Третья. Говорю, тогда переставил. Надежда была. Здесь никого. Здесь пусто. Ну отлично. Инскадан. Первая палка язёк, вторая палка язёк. Так что не зря сюда мы переставили. Нормальное место здесь пока оставляем. Сейчас насаживаем. Потом помогу Ивану отдолбить. 3 палки, уже 2 язя есть. Отлично. Все, насаживаем. Пускаем. Идем дальше. Ух ты, замерзла. Один крючок у меня поменьше, один побольше. Когда будут ерши, буду одного на малька, одного на ерша. Пока ершей нету, обоих насаживаю на мальков. Вот так вот. Блин, уже перехватило. Ловись, рыбка малая велика. Лишь бы палку сейчас не унесло. О, палки надо будет менять. О, притык. Вот это поднялась вода. Это весь лед подняло, получается. Так, отдолбил еще 3 палки. Сейчас быстренько проверим их. Под камеру. О, что-то вроде вес. Что-то вроде чувствуется, нет? Или показалось? Показалось. Все мальки даже целые. Просто показалось. А сердце уж ёкнуло.
никто даже не подходил. Ладно, оставляем. Ну, насколько вода поднялась. Так. Здесь что-то есть. Вроде бы. Нет, что-то есть небольшое. Язёк. Скадан. Третий. Еле-еле сидел уже. И пойдем третью проверим, уже потом насадим. Давай. И здесь пусто. Что-то шуга, что ли, цепляет. Ладно, все, насаживаем. Так, ну что, отдолбили еще троечку. Что нам она скажет? Первая пусто. Вторая пусто. Третья что-то есть. Походу язёк, да. Язёчек. Ну, хоть что-то. Ну вот. Хоть что-то. Так, раз, два, три. Четвертый есть на этом участке. Уже прогресс по сравнению с тем. Одного больше. Намотал кто-то. Ага, кто-то есть. Язёк. Дойдет, не дойдет. Дошел. Покусанный, что ли, опять? Да, погрызанный. вот. Опять погрызанный. Да, Опять щука хулиганчила. то ли щука, то ли, блядь. Не, выдра-то сюда точно не дошла. Ладно. Пятый. Наконец-то, хоть что-то. Да, а то давненько уже ничего не было. Пустая ночная проверка, блин, долбим. Лед уже толстенный. Сантиметров больше 20 это точно уже здесь. Ладно. Немножко уже осталось. И давай сюда налима. Одного. Ну, два-то навряд ли попадется уже. Да, вот. Так, небольшая натяжечка есть. Что-то дергает. Большой налимчик. Не, Язёк. язёк. Вот так вот. Второго нету? Нету. Зря. Ну, хоть вы нас радуйте. Да. Хоть что-то. Еле держался. Шестой. Янцикадан. На лимоне не дать, так хоть вон, язей половим, блядь. Вот щука.
Не понял. Натяжка какая-то. А? Натяжка сильная, говорю. Вот он. Вот говна! О, и еще ясь. Я с прицепом. Вот это другое дело. Вот это да. Это да. Вот это трофей. Вот наконец-то, блин. Дай 5. Дай Вот 5. это Вот это красавчик. окупилось наконец. Наконец-то труды наши. Еще и ясь, смотри, да, самая короткая палка. Прицепом. Он Я не- говорю, что-то дергается, блин. Вон язечек маленький. Да. Сюда, 7-й, наверное. И вот, Ой, ну-ка его. и вот такой трофей. Главное, не дергается, идет такой, как На, это. Как тряпка. Ну-ка, положи на животик его. Ну, Вот. килограмм 7 по-любому. 6-то точно есть. Красавчик, ой, красавец. О, Ага, вот это Вася. о, смотри, Ага, дырка. А, смотри, острогой кто-то его пихал. ага, пытался. Шрам от остроги. Вон, Да-да, шрам. О, Шрам. фронтовик. шрам от остроги остался. Да, Вон, фронтовик. если видно, вон, друзья. Ага, Кто-то острогой, видать, когда-то колол, и он ушел. да. От остроги ушел, а от нас не ушел с Иваном Григорьевичем. Ой, молодец. О, вот, ай ты шандибан, ай ты шандибан. Янцикадан. Вот это Янцикадан. Да, вот. А я думаю, тяжело, думаю, да крюк лучше. Но он толстый, вон какой он. Ну да, да. Шестерка по-любому есть. Да, Надо будет дома взвесить. да. Вот это красавец. Кому попадет, дома взвесим. Нет, кому попадет. Опять начинаешь? Да, начинай. Нифига, все честному делить будем. Я говорю, второго большого надо, потому что один большой там есть уже. Так, что я... Так, давай тебе, чтобы ты не мучился, Да, чтобы не сосал печень. Эх, ты острогой тебе. сделай голливудскую улыбку. Смотри, как еле-еле зацепился. Ну, Он не заглотил, а почему он не дергался? а вот. За губу еле-еле держался. Дернулся бы, нахрен выгнул бы этот крюк, чертой матери. Золотаминам Янцикадан. Подранок. Красавелла. Ну, Янцикадан. Вот это да. Сейчас посмотрим длину. 20, 40, 60, 80. Ну, если до конца хвоста, то 87 сантиметров где-то. Ах, Янцикадан. Ну, наконец-то. Так, крайняя палка. Григорий держит, чтобы не ушла, потому что если отпустить, вода упала. Поднимаем. Надо будет менять, подлиннее палки ставить. Ну, давай напоследок нам что-нибудь. О, совсем короткий. Фига. Фигушки. Пусто. Ну и на том спасибо. Вот на этом здоровяке трофейном. Да. Ладно. Не зря трудились. Без труда, Григорьевич, не вынешь рыбу из пруда, правильно? Да, ну, Бог не яшка, видит кому тяжко. Да. Потрудились на славу. И труды наши все-таки увенчались успехом. А это мы в следующий раз все переделаем. Сделаем длиннее палки. Переставим. Река встала.
места будет много. Надеюсь, вот эти полыни, что остались, закроются. Аккуратно перейдем на тот берег. И все будет чики-пуки, правильно? Да, тот берег, там налив. Там. По-любому острога, да, вон? Ну да, Вон, видно, Да. что Вон. шандарахнула острога. И выжил, да, смотри, живет. Живучие. Отлично. Ну все, собираемся. Покатили домой. Парень, почти ведро. Иван Григорьевич уставший, Полностью. но довольный. Ураган трудяга. Все отлично. Справился с работой. Наша Нивушка. И приступаем, друзья, к самому интересному. Это подведение итогов. У нас сегодня вот такие вот две кучки. В одной кучке здоровенный налим трофейный. Килограмм на 6 по-любому. Кому попадется, взвесит обязательно и скажем в следующем ролике. Получается 17 язей поровну. Получается 8, а тут 9. Потому что тут налим больше. И вместо этого налима здесь вот такой налим на пару килограмм. И щука где-то на килограмм. И вот еще такой налимчик где-то на грамм 300, наверное. 400 может быть. Ну, в принципе, и окушков вот сегодня еще Григорьевич натаскал окуней немного. Он поровну раскидал окуней тоже. Как говорится, примерно поровну. Тут щука с налимом, тут здоровенный налим и еще налимчик. И плюс один я здесь. И теперь, как обычно, Иван Григорьевич, отворачивайся. Веточку будем выбирать. Так, все, отвернулся, подальше иди за машиной, что не подглядывай. Все. Так. Кому кучка с веточкой? Да. Тебе. Кому? Тебе. Мне. Ты себе или тебе? Что сказал? Ваня или Гене? Ну давай, Ваня. Ваня? Веточка Ваня? Да. Ну, а то я не понимаю, ты себе или тебе или... А? Себе. Себе вон. Который? Веточка вон. Вот прекрасно. Щучка, налим. Это очень хорошо. Очень хорошо. Да, это мне очень нравится. Потому что я бы большого все равно не делал. Большой невкусный, да? Нет, дело не в том, блин, он вкусный, там такой балык можно. Дело в том, что ты, блин, крючками занимаешься, этим Нет, занимаешься. а мне бы вот, если честно, вот эта щучка больше бы, если честно, нравилась бы. Возьми еще щучку. Не, все, поровну поделили. Я поровну буду. Я тебе сказал, все, поровну поделили, все поровну. На, теперь вот так вот, подержи камеру. Ну, вроде бы не клюет, но, как говорится, без труда не вынешь рыбку из пруда, потрудились, и вот, пожалуйста, клюнул трофейный, клюнул второй неплохой, половили по ведру, рыбу опять поймали. Ну и что язики, язь, окунь, щука, налим, все прекрасно. Самое главное, мы прекрасно провели время, 3 дня в избе, поговорили, попели, попили. Все было прекрасно, друзья. Получилась вот такая рыбалка. Теперь денек отдыхаем, и у нас опять будет следующая рыбалка. Мы обязательно встречаемся на канале Коми Рыбак. Кто не подписан, подписывайтесь, если понравилось. Большая поддержка будет, если вы поделитесь в соцсетях этим видео. И мы еще порыбачим. Река Печора у нас стала.
это супер, это отлично. Это значит, что мы скоро выставимся снасти на налимов там, где они должны стоять, а не там, где возможно. И вот таких вот, даже не поднять. Вот таких вот великанов, надеюсь, мы еще ни одного поймаем и увидим на канале. До свидания, друзья, до следующей рыбалки. Всем пока. Иван Григорьевич, главный рыбак Республики Коми. Будьте здоровы и рыбачьте. Короткое включение. Время уже 1:35, это половина второго. И мы только-только приехали домой. И еле я засыпаю уже за рулем, еле-еле ехал. Фу, ну и дорога была. На буксировщике тоже объезжали за километр, там вода прибыла, не везде выйдешь с берега. Короткое включение. Взвесим, сколько весит наш здоровяк. Поделили поровну, сами увидели. Большой налим достался мне. Так. Блин. Не успел замерзнуть еще. Да ёшки. Ты живой, что ли, еще? Так. Ну, поехали. Только говорил 6 килограмм. Чуть-чуть не угадал. 5655. 5655. Так, контрольное взвешивание. Убираем. По нулям. Все верно, 5655. Чуть-чуть не угадал, получается. Красавец? Я считаю, что да. Ну а теперь точно до свидания. До встречи на рыбалке. До нее осталось уже меньше суток.